Дорогие друзья, читатели нашей библиотеки, сегодня у нас в гостях очень интересный человек – Идрисов Рефик Нуриевич. Он приехал к нам из Беларуси, из города Гродно. А остальное все он расскажет о себе сам. Рефик ага, пожалуйста. Ну, коротко, в Крыму тут живут мои родные, друзья, одноклассники. Вот благодаря современным средствам связи мы встретились 3 года назад, нашли друг друга. И вот 3 года я стараюсь каждый год приезжать, встречаться со своими соотечественниками, которые вернулись на историческую родину. И мне очень приятно не только встречаться, но и познавать историю своей родины, вот, изучать ее, хотя я живу очень далеко, в Белоруссии. В Белоруссии тоже живут крымские татары со времен еще ханства, которые защищали, значит, территорию Великого княжества Литовского. Но сейчас вот мои поездки всегда вот связаны именно с Крымом. Ну, ввиду этих событий вот я решил приехать, поинтересоваться, как живет нашим соотечественникам. Рефик ага, вопрос. Вот вы сказали, мои родственники приехали. А откуда вы сами родом? Крым, вот ваши предки из Крыма, откуда? Можно поинтересоваться? Вы знаете, судьба крымских татар очень трагические моменты, серьезные моменты. Наш народ всегда сопротивлялся чему-то, был с властями, но всегда были конфликты. Это мой дед, прадед, они с Крыма. В свое время, до революции, они уехали на Кавказ. Там мой дед женился на лезгинке. Так что в моих жилах течет крымско-татарская кровь. Хотя отец мой лезгин. Но я в Крыму, это в Узбекистане, с рождения жил с татарами. Это моя родная кровь. В таких условиях это все перед моими глазами. Эти трудности, невзгоды. И я не могу без Крыма, без моих родных крымских татар. Вот и интересуюсь литературой. Приезжал в прошлом году, я люблю Адама Мицкевича. В Беларуси он считается как белорусский поэт, в Польше его считают за своего, но это, можно сказать, поэт мирового уровня. Это поляки его называют польский Пушкин, белорус называет его белорусским Пушкиным. Но Адам Мицкевич, он всегда был человек свободолюбивый и очень любил свою родину. Как он говорил, свою родную Литву. Мне очень понравились его крымские сонеты. Я их знаю и на русском языке, но когда вот мне подарили книгу Шакира Селима в переводе Шакира Селима «Крымские сонеты», я решил своей целью вот именно выучить стихи. И одно из стихотворений я могу сейчас прочитать. Мы с удовольствием послушаем. Я думаю, нашим читателям тоже будет приятно услышать из ваших уст это стихотворение. Вот, это вот «Сеях». В этом стихотворении, ну, вы поймете, это отражена любовь к родине. Он же был тут ссылки в Крыму, Адам Мицкевич. И по содержанию стихотворения видно, что он жил тут неплохо. Народ ему очень нравился. Ну, выводы сейчас вы сами сделаете. Татарча, он Бушерина Ухаджа. Зехірлі бір өлке тұра, менің қарашымда. Адамлары мұсафырчен пол сал мемлекет. Қалбы месе, ғам кедернен толып ташаркен. Uzak bir yurtlara koy ve başımda. Litva, senin ormanların yırılaylar. Salgır kızı ve baylarının güzellerinden, kerbar yemiş güzellerinden benim için kıymetlidir çırkın bataklar. Yırak düştüm senden vatan bu hoş ülkede.
Etrafımda güllerinden bakıp doymayım. Yaş ömrümün ilk gülüne anam kenedi. Uzak yurtta kaldı yasmam. Hatırlayma eken meni taze güzelim. Selinmey kaldım eken meni izlerim. Сагаунас. Ну, в исполнении этого стихотворения, ну, можно так, ну, мне так показалось, что вам тоже не чуждо вот это чувство, ну, асритлик, как у нас говорят, вот это любви к родине, ну, как вы испытываете вот эту ностальгию Крыму? Вы знаете, я эту ностальгию Крыма не только по этим стихам. Мне нравятся песни Эдипа Асанова. Очень нравится песня в исполнении Дилейра Османова. Вот татарлыгын я петь не умею, но могу, вот как могу, ее пропеть. Buyurunuz. Татар бармы, bir kim soray, mına men barmam. Tatar barmı, bir kim soray, mına men barmam. Adın sanın bek tanıgan, yaş tatarmam. Adın sanın bek tanıgan, yaş tatarmam. Oz keregen, begelmegen, kamsızlardan. Oz keregen, begelmegen, kamsızlardan. Burada düşman gerekmeysiz deyip aytarmam. Burada düşman gerekmeysiz deyip aytarmam. Tatar var mı deyip sorarman mezarımdan. Это вот действительно патриотические песни. И вот когда я их впервые услышал, я не могу, без этих песен не могу не приехать в Крым. И вообще у меня, как, может, и у многих, кто живет не на родине, знаете, мечта вернуться сюда. Для этого все делается. Мы надеемся, в скором будущем мы уже снимем с вами еще одно интервью, и вы скажете: наконец-то я дома, в родном Крыму. Что вы пожелаете напоследок нашим читателям? Какие книги посоветуете читать? Вот. Нашим читателям, нашему молодому поколению, я все-таки советую изучать историю родного края, родину предков, не забывать об этом. И не забывать свой родной язык. Это самое главное, чтобы наши дети не забывали свой родной язык. Потеряв родной язык, мы потеряем свое лицо, свою культуру, свои традиции. А это самое главное. Язык – это лицо народа. Не забывайте об этом. Çok sağ olunuz. Görüşkence.